читатели! Сегодняшняя наша подборка идеально подходит для чтения летом. Каждая наша книга познакомит вас с определенной страной. Вы прочувствуете вкус этой страны, колорит. Итак, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем путешествие. Начнем мы наше путешествие с солнечной Италии и родового проклятия. Именно об этом книга Лори Нельсон Спилман «Счастливые сестры Тосканы». Давным-давно в деревушке Треспиано жила семья Фонтана. И было у них двое дочерей. Старшая возненавидела младшую, и эта детская ревность цвела пышным цветом. А когда младшая сестра Мария увела у сестры дружка, та прокляла ее. И это родовое проклятие длится уже 2 столетия. И вот в наше время две сестры Фонтаны соглашаются на авантюру своей эксцентричной 80-летней бабушки. Чтобы разрушить проклятие, они отправляются в Италию, чтобы переписать ее судьбу и создать свое будущее. Еще одна книга об умиротворяющей Италии и блеске Нью-Йорка Адриано Трижани «Жена башмачника». Однажды в Италии знакомятся двое детей – Чиро и Энцо. Чиро – полусирота, которого воспитывают при женском монастыре, а Энцо – старшая дочь в бедной большой семье. Вместе они преодолевают трудности и не сетуют на судьбу. Главное, чтобы были близкие и любимые рядом. Но судьба распорядилась иначе. Им придется отправиться в пугающую далекую страну – Америку, где их ждут расставания, встречи, невзгоды и искушения. «Жена башмачника» – эпическая история любви, которая пролегла через 2 континента и 2 мировые войны. Цикл «7 сестер» – это увлекательная серия книг, в которых смешались и семейная сага, и увлекательный исторический детектив, который создала ирландская писательница Люсинда Райли. Каждая книга рассказывает историю одной из приемных дочерей эксцентричного миллиардера. После смерти он оставил им письма и подсказки, где искать свою родную семью и узнать историю и загадку своего происхождения. Вы совершите путешествие в солнечную Бразилию, аристократический Лондон и даже в страстную Гранаду. Тайны прошлого ждут вас. А книга Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить» приглашает нас посетить 3 страны – Италию, Индию и Бали. К 30 годам у Элизабет, казалось, было все – успешная карьера, муж, собственный дом. Но, пережив развод и не самый удачный любовный роман, она понимает, что ей нужно понять себя. И она распродает все свое имущество, увольняется и отправляется в путешествие на целый год. В полном одиночестве. «Есть, молиться, любить» – это книга о том, как можно найти счастье там, где не ждешь. И не надо искать счастье там, где его по определению не может быть. Мам, а когда ты смирилась со своей жизнью? О, моя дорогая, жизнь – это вечный поиск. Знаешь, как собаки похожи на своих хозяев. Так и ты раньше походила на Стивена, а теперь на Дэвида. Мне нужно измениться. Я с 15 лет либо встречаюсь с парнями, либо с ними расстаюсь. У меня ни разу не было 2-недельной передышки, чтобы разобраться в себе. Ты уедешь на целый год? Раньше у меня был вкус к жизни, а теперь все куда-то пропало. Я хочу поехать туда, где меня все будет удивлять. Я еду в Италию, оттуда в Индию, а конец этого года проведу на Бали. У меня страстный роман с пиццей и эксперимент под девизом «Ни единого углевода врагу». Если ты сможешь очистить свой разум, тебе откроются волшебные врата. И что сделает энергия Вселенной? Хлынет в эти врата, и все устроится само собой. Ешь, молись, люби.
Популярная писательница Ася Лавринович приглашает нас в круиз. Мой первый круиз – это история о первой любви, которая остается с нами навсегда. Василиса сдала экзамены и совершенно не представляет, как ей провести лето. И тогда подруга предлагает ей подработку официанткой на теплоход. Солнце, живописные пляжи. Кажется, лето удалось. Вот только Василиса не подозревает, что на теплоходе она познакомится с двумя замечательными парнями. И вот кого она выберет, это будет самое важное решение в ее жизни. Пакуйте чемоданы, мы отправляемся в бруклинскую кондитерскую. Именно здесь вам подадут кусочек свежайшего клубничного чизкейка, нальют чашечку ароматного кофе и подарят одно из самых приятных ощущений в жизни – ощущение, что вы дома. Роман Джули Кэплин «Маленькая кондитерская в Бруклине» расскажет нам о Софи, которая решает начать новую жизнь. Она расстается с парнем, уезжает из Лондона и начинает работать совершенно в незнакомом месте. Там, где она снимает квартиру, на первом этаже размещена чудесная кондитерская. Добродушная хозяйка знакомит Софи с своим чудесным двоюродным братом. И тут начинается самое интересное. Сара Джио – мастер сентиментальных историй, в которых переплетаются прошлое и настоящее. Роман «Из Лондона с любовью» не стал исключением. Главная героиня Валентина разводится с мужем и становится американской разведенкой. Ее мама Элоиза умирает, и ей в наследство в Англии достается дом с книжным магазином. Отправляясь в чужую страну, она решает вначале продать все это имущество, но находит подсказки матери о прошлой жизни. Знакомясь с девушкой, которой была ее мама в 1968 году, она понимает, насколько та пережила тяжелые удары судьбы. И со временем находит новых знакомых и опору своей жизни. А если вам захочется получше познакомиться с Аляской, то книга Кристин Ханны «С жизнью наедине» вам в этом поможет. 1974 год. Лене 13 лет. Ее отец возвращается с Вьетнамской войны. И возвращается совсем не таким, как прежде. Злым, растерянным и сломленным. Он получает в наследство небольшой участок земли там, где прекрасная, но дикая природа. На Аляске. И вот они всей семьей отправляются туда. Вначале это было настоящее приключение, где они познакомились с сильными мужчинами и еще более сильными женщинами. Но приближается зима, и на Аляску опускаются тьма и холод, которые превратят отца в дикого зверя. Именно здесь, в этом краю, где человек всегда стоит перед выбором между жизнью и смертью, обнажается истинная суть. Новое дело неугомонной троицы пенсионерок Фионы, Сью и Дейзи происходит в уютном детективе Питера Болланда «Убийство в пляжных домиках». В этот раз они вместе с жителями городка Саутборн отправляются на побережье Матфорд-Спит. И все здесь радует. Изумительные пейзажи, разноцветные пляжные домики. Особенно среди них выделяется один. Но происходит несчастье, пожар, и в этом пожаре гибнет хозяин этого замечательного домика. Вначале полиция пытается все списать на несчастный случай, и тогда местные жители обращаются за помощью к троице. И наши детективы-пенсионерки берутся за это дело. Оно будет трудным, но они никогда не сдаются. Что будет, если на отдых отправятся совершенно разных по складу характера человека? Любящая все испытать авантюристка и планирующий все педант. А если этот отдых превратится в крепкую дружбу длиною в 10 лет? Ох уж этот извечный вопрос дружбы между мужчиной и женщиной. Смогут ли они сохранить свою дружбу, или она превратится в нечто большее? Ответы на эти вопросы ищите в книге Эмили Генри «Отпуск на двоих». Когда ты в отпуске, ты можешь стать кем угодно. Кто пойдет плавать голым? Я не делаю глупостей. Ну так, может, пора уже начать?
Поэтому я хочу путешествовать. Ты можешь быть кем захочешь, а не той, кем тебя считают. Как тебе такое? Каждое лето, где бы мы ни были, мы едем в путешествие. Согласна. Пончики Бэйны. Комплимент для парочек. Спасибо. Нет, нет. Эй, какое совпадение! Мы тоже только поженились. Как мило. Поздравляю, ребята! Я же говорила. Да брось, отпускной Алекс. Это все, что ты можешь? Ладно, ты сама напросилась. Боже. Я подниму тебя при условии, что ты не будешь называть меня скакуном, Откуда ты знал, что я хотела тебя так назвать? потому что я знаю тебя. Поппи, ездить в отпуск – это твоя работа. Заставь меня умирать от зависти к твоей крутой, беззаботной и прекрасной жизни. Вы правы, но разве в путешествиях вам не бывает одиноко? Я здесь, я всегда буду с тобой. Книги из нашей подборки ждут вас в библиотеках города Пружаны. Читайте, путешествуйте и отдыхайте. Ярких вам летних впечатлений!